Уголовное дело в отношении бывшего министра культуры Гудисы Агарба и индивидуального предпринимателя Надира Джинал было возбуждено Генеральной прокуратурой в апреле 2022 года. Гудису Агарба обвинили в 2 эпизодах хищения средств Министерства культуры в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения. В первом эпизоде речь идет о приобретении светового оборудования. Агарба в целях достижения преступного результата направлен на хищение денежных средств путем присвоения, действуя в своих корыстных интересах, подписал платежное поручение от 2021 года, на основании которого с расчетного счета Министерства культуры на расчетный счет Джинал были перечислены денежные средства в размере 8 миллионов рублей. Агарба, располагая информацией от Джинал, что светотехническое оборудование будет стоить не более 3 миллионов рублей, поручил Джинал вернуть денежные средства в размере 4 миллионов рублей, якобы для обратного зачисления, не соответствующий счету Минкульта Абхазии. Предприниматель Надир Джинал, по версии следствия, оказал пособничество при совершении данного преступления, а именно указал завышенную стоимость оборудования в договоре, а затем обналичил остаток и передал бывшему министру культуры. Джинал, будучи неосведомленный о преступных намерениях Агарба, действуя по поручению последнего, из суммы, поступившей на его счет, открытой в Амробанке, снял с кассы банка на основании банковского чека от 16.04.2021 года денежные средства в сумме 3 миллионов 800 тысяч рублей. И на основании банковского чека в сумме 2 миллионов рублей, часть из которых деньги в размере 4 миллиона рублей передал Агарба у входа в Амробанк. Спустя месяц после первого эпизода, в мае 2021 года, Гудиса Агарба повторил преступную схему при покупке звукового оборудования и перечислил на счет ИП Надира Джинал 19 миллионов 900 тысяч рублей. Далее Агарба, располагая информацией о фактической стоимости звукового оборудования в размере 6 миллионов 300 тысяч рублей, поручил Джинал вернуть денежные средства в размере 10 миллионов рублей, якобы для обратного зачисления на соответствующий счет Министерства культуры, а оставшую часть использовать как для приобретения самого оборудования. Джинал, будучи неосведомленный о преступных намерениях Агарба, действуя по поручению последнего, из суммы, поступившей на его счет, открытой в Амробанке, снял в кассе банка на основании банковского чека от 13.05.2021 года денежные средства в размере 8 миллионов на основании чека в сумме 2 миллионов и передал Агарбу у входа в Амробанк. Во втором эпизоде суд установил, что Надир Джинал не только умышленно завысил стоимость звукового оборудования, но и фактически приобрел не те позиции, которые были указаны в документах. Джинал, зная, что фактическая стоимость поставленного оборудования составляет 5 миллионов 949 тысяч рублей, она соответствует специфике, являющей основной частью заключенного договора, а поставляемый товар не отвечает характеристикам, предъявленной данной категории товаров, с целью создания видимости исполнения обязательств по договору поставки на намеревших в действительности выполнять договорные обязательства в надлежащем качестве и принимать в полном объеме взятые на себя обязательства, приобрел на территории Российской Федерации звуковое оборудование в отсутствии технической документации, бывшее в употреблении с исчерпанным рабочим ресурсом основных модулей и функциональных блоков. Джинал обратил свою пользу и распорядился по своему усмотрению, то есть совершил мошенничество, рассопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, преследуя корыстную цель получения имущественной выгоды незаконным способом, тем самым причинив Министерству культуры Республики Абхазия ущерб в особо крупном размере.
В общей сложности в рамках 2 эпизодов Гудиса Агарба перевел на счет ИП Надира Джинал 27 миллионов 900 тысяч рублей. Из них около 9 миллионов рублей было потрачено на покупку бывшего в употреблении оборудования. 14 миллионов 300 тысяч рублей присвоил бывший министр культуры, а остальное, чуть больше 4 миллионов рублей, это комиссия ИП Джинал за выполненную работу. Свою вину Гудиса Агарба признал. Агарба Гудису Эдуардовичу окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении Агарба Гудиса Эдуардовича, 16 сентября 2022 года отменить и взять его под стражу в зале суда. Зачесть в срок отбывания наказания Агарба время его содержания под стражей в период с 20 апреля 2022 года по 16 сентября 2022 года включительно. Из расчета 2 дня нахождения под стражей за 3 дня отбывания лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также время его содержания под домашним арестом в период с 17 сентября 2022 года по 28 марта 2025 года включительно из расчета 1 день нахождения под домашним арестом за 1 день отбывания лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Срок, который бывший министр культуры фактически проведет под стражей, составляет 2 месяца. Дело в том, что на основании закона о временном порядке исчисления сроков лишения свободы в связи с отсутствием на территории Абхазии исправительно-трудовых учреждений лицам, осужденным к лишению свободы в колониях строгого режима, срок исчисляется из расчета 2 дня за 3. То есть 5 лет строгого режима – это фактически 3 года 3,5 месяца. Срок ареста в период следствия суд постановил исчислять также. Это еще минус 7 месяцев и минус 2,5 года под домашним арестом. Этот срок суд засчитал день за день. Надир Джинал свою вину не признал. Суд оправдал его по одному из эпизодов в связи с отсутствием состава преступления, но признал виновным в мошенничестве по 2-му эпизоду. Признать Джинал Надира Ривазовича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по эпизоду, связанному с приобретением звукового оборудования, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 6 лет общего режима, согласно пунктам того же закона, исчисляется день за 2, то есть по факту это 3 года. По этому же коэффициенту суд постановил засчитать Надиру Джинал время, проведенное под стражей, а срок домашнего ареста из расчета день за день. Таким образом, он фактически отбыл свое наказание и был освобожден в зале суда. Гражданский иск Министерства культуры на 27 миллионов 900 тысяч рублей суд оставил без рассмотрения, с правом обратиться за взысканием средств в порядке гражданского судопроизводства. Надежда Боровикова, Тимур Гогохия, Абаза ТВ.